Добрый вечер. Вы смотрите информационный выпуск сегодня. В начале о главных событиях. Независимость Южной Осетии и Абхазии может быть признана большим количеством государств, заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев в большом интервью ТАСС и RT. Большая утрата для русского классического балета. Ушла из жизни народная артистка СССР, первая остинская балерина Светлана Адырхаева. Знакомство с югостинскими коллегами и условиями их работы. Руководитель регионального департамента ВГТРК Рифат Сабитов посетил ГТРК ИР. Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев заявил в интервью информагентствам ТАСС и RT, что рассчитывает на то, что руководство Грузии проявит прагматизм и признает Южную Осетию и Абхазию в качестве самостоятельных субъектов. Медведев также отметил, что количество государств, которые признают независимость Абхазии и Южной Осетии, в перспективе может увеличиться. По словам Дмитрия Медведева, военному ответу на противоправные действия Грузии, напавшие на Южную Осетию и Абхазию, не было альтернативы. Россия, по мнению политиков, в те годы верховного главнокомандующего не могла оставить без ответа грузинскую агрессию, повлекшую многочисленные жертвы не только со стороны южных осетин, но и со стороны российских миротворческих сил. Грузинская сторона, по сути, напала на Южную Осетию. Жертвами этого нападения стали сотни людей, стали наши миротворцы, которые там обеспечивали правопорядок. И уже иного варианта, кроме как военного ответа, не осталось. Это первое. И второе, если говорить о том, значит, кто чего говорил или отговаривал, этот вопрос так не стоял, потому что между нападением, которое предприняла грузинская сторона, и принятием мною решения, как верховным главнокомандующим, на тот момент прошло буквально несколько часов. И никаких консультаций, конечно, на эту тему специальных не проводилось. Есть агрессия и есть ответ нашей страны. Медведев также отметил, что США сыграли в событиях 2008 года извечную роль провокаторов военных конфликтов, которые они успешно исполняют, когда речь идет о других странах и континентах. Соединенные Штаты методично вели дело к конфликту на наших границах. Всячески окормляли группу людей, которая в тот период проводила этот курс во главе с Саакашвили. Непосредственно перед конфликтом у него было несколько американских делегаций, включая, если я не ошибаюсь, тогда и Кондолиза Райс приезжала туда. По всей вероятности ему сказали: ты не волнуйся, вот и в России там произошла смена руководителей и масса других факторов, ничего тебя за это не будет. И он на, так сказать, всех парах устремился к этой провокации. В политике все устроено таким образом, что финальное решение принимает первое лицо государства, на котором и вся ответственность, продолжил политик. Со стороны Грузии этим человеком был Саакашвили, который непосредственно принимал решение о военном вторжении в спящий город. Даже принимая во внимание роль США и других заинтересованных сил, решение в конечном счете принимал руководитель государства, и главным образом только он несет за это ответственность, подытожил свою мысль Медведев. Саакашвили дурачок, который, конечно, купился на всю эту историю. С другой стороны, человек с чрезвычайно раздутым самомнением, которое в конечном счете превратило его в политический труп. Отвечает за все, что случилось, не только он, но и руководство Грузии того периода. Но в жизни все так устроено, я имею в виду в политической жизни, что, конечно, финальное решение принимает первое лицо. И на нем лежит ответственность со стороны Грузии под номером 1. Также Дмитрий Медведев заявил, что рассчитывает на то, что руководство Грузии проявит прагматизм и признает Южную Осетию и Абхазию в качестве самостоятельных субъектов международного права, отметив при этом, что в ближайшей перспективе государств, которые признают независимость республик, станет больше. Понятно, что наши решения о признании не вызвали никакого энтузиазма на Западе. Они
говорили, и сейчас говорят, что мы не признаем это. Но я напомню, что с точки зрения международного права, для возникновения субъекта международного права, то есть государства, необходим факт признания. Не говорится, что он должен быть признан там определенным количеством стран, или Организацией Объединенных Наций, или каким-то квалифицированным большинством. Важен сам факт признания. Зампред Совбеза также провел параллель между событиями августа 2008 и происходящим сейчас на территории Украины. Очевидно, что ситуация вокруг Южной Осетии была своеобразным пробным камнем, отметил политик. Они тогда попытались, по сути, сделать такую модель, создать такую модель, которая бы непосредственно влияла на приграничную ситуацию рядом с Россией. В известном смысле изолировать нас, создать там русофобский анклав такой. Но это вот была проба пера. Значит, неудачная, потому что мы с ними достаточно быстро справились и показали, что на нашей стороне правда. Грузия маленькая страна, вооруженные силы у них небольшие, хотя, собственно, американцы ими занимались, но понятно, что все равно, так сказать, масштаб не тот. Дмитрием Медведевым затронута и тема развития Южной Осетии и Абхазии. По его оценкам, республики благодаря существенной финансовой поддержке России в рамках инвестиционной программы планомерно развиваются в самых разнообразных сферах деятельности. Агунда Губозова, Фатима Кумаритова. Информационный выпуск сегодня. Искусство балета не только России, но и всего мира понесло невосполнимую утрату. Ушла из жизни народная артистка СССР, первая осетинская балерина, народная артистка Южной Осетии Светлана Адырхаева. В Большом театре Адырхаева дебютировала в «Лебедином озере» и на протяжении 3 десятилетий играла почти все главные партии. Ее, которой применимы все эпитеты в превосходной степени, выдающаяся, легендарная, несравненная, не стала на 86-м году жизни. Это невосполнимая утрата для российского балета, да и мирового искусства в целом. Народная артистка СССР, первая осетинская балерина, успела при жизни стать народной артисткой и Южной Осетии. Как будто сама судьба занесла ее в рамках гастрольного тура по родным краям, в Схимвал, чтобы сполна воздать ей по заслугам еще при жизни. Совсем недавно в Юго-Осетинском драматическом театре Светлана Зантимировна отметила свой юбилей вместе с продолжателями дела всей своей жизни, артистами Большого. Она смогла подарить своим южным соотечественникам соприкосновение с прекрасным и уезжала, видимо, с чувством выполненного долга, собрав в дорогу бурные овации и искреннюю признательность местного зрителя. Арбузных за такой прием. Просто я очень тронута. Светлана Адырхаева в этом здании театра вышла на сцену этого театра. И вот оттуда она сказала свои слова благодарности ее народу, видел. И вы сами помните, как был зал восторжен и как принимали ее в этом характере. Так что я считаю, что просто потеря такая, как и Вероника Тударовна, как и Жанна Плиева. Уходят такие титаны, можно сказать, мировой сцены, мирового искусства. Одна из выдающихся личностей, заявивших об Осетии всему миру. Она благодаря своему таланту, исключительному профессионализму и абсолютной харизме навсегда владела сердцами ценителей балета, став одной из светил созвездия балерин советской классической сцены. В Большом театре Адырхаева дебютировала в «Лебедином озере», став примой в свои 17 после исполнения партии «Одеттой Адилии». На протяжении 3 десятилетий она исполняла почти все главные партии репертуара Большого. Светлана Адырхаева была звездой советского балета, российского балета, мирового балета. И мы, каждый осетин, который имеет какое-то отношение к искусству, культуре, были горды тем, что есть такая Светлана Адырхаева, которая
просто она стала звездой, и с тех пор ее имя, можно сказать, все время на небосклоне искусства. Простая девочка из горного селения Хумалак Северной Осетии стала звездой мирового балета и, просияв здесь сполна, присоединилась к плеяде негаснущих созвездий. Она очень любила Осетию, приезжая сюда на землю предков при каждой возможности. И последний ее приезд в рамках празднования 85-летия, по иронии судьбы, был для нее прощальным, хотя мы об этом еще не подозревали. В этом году вот как-то вот так получилось, что вот это был ее прощальный тур. Так получилось. Но она не то, что она, мы сами не представляли, что это так получится. Надеялись еще, что это будет, еще увидимся, что она еще приедет. И я очень хотел, чтобы она приехала, например, у балета Фатима, который делается сейчас в филиале Мариинского театра в Северной Осетии, под музыку Жанны Клеевой. И я с ней на эту тему тоже говорил, она была очень заинтересована, чтобы приехать и увидеть это все. Народную артистку СССР и Южной Осетии похоронят на Троекуровском кладбище рядом с могилой супруга. Церемония прощания со Светланой Адырхаевой состоится 30 августа в Большом Академическом, сообщает пресс-служба театра. А мы разделяем горечь утраты вместе с родными и близкими Светланы Дзантимировны. Балет, ну, для танцовщицы это жизнь. По приглашению президента Алана Гаглоева в республику на празднование Дня признания независимости прибыл Рифат Сабитов. Он является руководителем регионального департамента ВГТРК. В рамках визита Сабитов посетил югостинское телевидение, ознакомился с условиями работы. Обсуждены вопросы по взаимодействию российских и югостинских СМИ. В день приезда в Схинвал руководитель регионального департамента крупнейшего российского медиаконцерна ВГТРК Рифат Сабитов посетил ГТРК ИР с целью знакомства с югостинскими коллегами и условиями работы местной журналистской братьи. Примерно на таких устаревших компьютерах. Понятно, сейчас качество лучше. Эти компьютеры тоже уже не вывозят. Сегодня мы практически отрезаны Западом от технологий, вынуждены самостоятельно решать задачи технологического суверенитета, для чего располагаем всеми условиями, отметил Сабитов. По словам медиа-менеджера, нужно создавать свои автономные возможности для развития теле- и радиовещания, поэтому программным обеспечением уже занимаются российские специалисты. Также Сабитов рассказал о новых задачах ВГТРК, связанных с интеграцией новых территорий, где активно создаются новые структуры. Кроме того, были обсуждены вопросы по взаимодействию российских и югостинских СМИ. Гость нашей телерадиокомпании призвал югостинских коллег к участию в профильных фестивалях, проводимых медиакорпорацией в регионах России, отметив, что это в первую очередь благотворно скажется на квалификации журналистов, блогеров и режиссеров. Приходят министры и отчитываются о своей работе. Тоже люди могут в прямой эфир позвонить, спросить, задать свой вопрос по тому или иному ведомству. Примерно так. Я говорю, ну какого студийного оборудования у нас в принципе? Все снимают на новостные камеры и свет. Да. Отметим, что Рифат Сабитов получил высокую награду за вклад в развитие и укрепление дружественных отношений между югостинским и российским народами. Также отдельно отмечен вклад медиа-менеджера в прорыв информационной блокады во время грузинской агрессии против Южной Осетии в августе 2008-го. В непростых условиях, в сложных условиях. Но молодцы, работаете неплохо. Все-таки я считаю, что главные люди, конечно, техническая компонента тоже очень важна на телевидении, на радио. Но здесь работают, я вижу по эфиру, замечательные люди. Яна Полива, Александр Кукоев. Информационный выпуск сегодня. В Национальной библиотеке имени Анахарсиса ко Дню признания независимости прошла акция «Открытая библиотека». Книголюбов ожидал приятный сюрприз. Каждому посетителю в день проведения мероприятия книги в подарок. Акция собрала большое количество людей. В связи с этим организаторами принято решение о проведении подобных мероприятий почаще.
Открытая библиотека в честь праздника одарила книгачеев республики лучшим из подарков – книгой. И, что немаловажно, в эпоху электронных гаджетов в бумажном переплете. По словам директора Национальной библиотеки Инны Гучмазовой, посетителей было неожиданно много, что не может не радовать. شمای یازردم چینک کسگن چینمر باشد دیسودونن شچینک فشا اومه خواهجن سو اما نه لوری یخجار ما آخسته آشو بونشت ما هم акции ремесдестан ума гум библиотека. По правилам акции каждому посетителю библиотеки доставалось по экземпляру понравившегося издания, но позже организаторами было принято решение дарить читателям приглянувшиеся книги без учета количества. Odam nemudi sobun, magaska iulda roșu de stroj gundai, că ja făcăge, ja sarsung jăstomov tazarga, i odei mogr mastar come iucinu goiso, eternam steku sa feitom, pecim butav zorun chad mabun naudis, masnov tazarun na amana dardam nimbala, umanama odei mog chinu kukaso. Dvačegan ilfečogah sekundar mananđenis. Na akcijan je sajrognu sondaru judišame činek kasagan, je šaskom rozdохам je ргум роздохам чинегну. К масштабной читательской акции проявили интерес книгачей разных возрастных категорий, от школьников до пенсионеров. Я говорю, я просто восхищен. На самом деле, это очень важная акция, это очень необходимая акция. В первую очередь, мы-то люди, так сказать, пожившие, мы знаем цену книги. Сегодняшняя молодежь в этом плане более так настроена, да, у них все гаджеты и так далее, поэтому эта акция очень важна. Чи соросташа акция بدون تولد يبوز نجومنا ما بينا من جدار خدي ومن مخ برخات کنم شناسانی وگی خدبان جنادن شناسانی وگی پادشاه خدامان جنادن امیقوم یول در بانه. Bude sam tato zaham što buznegnen ujte hajma na forsma bola da ste fakost na vazor rastagram kodi sam den kodiya matsan ujte hajma buznek bude se odaman bude se uhtarya kanjetan cen juran buznek. По словам Инны Гучмазовой, директора библиотеки, подобные акции, учитывая вызванный к ней повышенный интерес, теперь будут проводиться гораздо чаще. Оксана Джуева, Александр Кокоев, ГТРК ИР, информационный выпуск сегодня. Ко дню признания независимости Южной Осетии и Российской Федерации были проведены и спортивные мероприятия. По уже сложившейся традиции в честь знаменательной даты в Хакасии проведен турнир по футболу. Организатором мероприятия является осетинская диаспора Хакасии. Ежегодно День признания независимости Южной Осетии отмечается осетинской диаспорой в Хакасии в городе Абакан проведением футбольного турнира. 2023 юбилейный для исторической даты год также не стал исключением. Игроки снова на футбольном поле, над которым развиваются три флага – юго-осетинский, российский и хакасский. Участвуют, конечно, команды здесь местные, но у нас был небольшой перерыв, когда была пандемия. Мы не проводили 2 года. И маленько как бы у нас организаторские эти пропали. А так у нас и тувинцы участвовали, раньше и ветераны играли. Сейчас потихоньку мы вот в прошлом году пробный провели. В этом году уже больше команд. И в этом году, самое главное, мы привлекли еще девчонок. Специальным гостем турнира стал наш юный талантливый земляк Тимур Дзуцев. Это молодой человек. Видите сюда, Тимур. Исполняется в этом году ему 15 лет. Собственно, ровесник Дня независимости Южной Осетии. Давайте поаплодируем. Специально приехал к нам из Южной Осетии и сейчас порадует нас песней. Турнир соростой умшират ташаранч выдун. Сармагундай сиукото Томос. Козорттан вадмамсде и шидес башдес мама форстой хаште фаста ирестун кут файфта. Город хоздар канам, митсен рожертун.
Этот регион России хоть и находится на расстоянии 5000 километров от Южной Осетии, местные осетины помнят свои корни, чтят традиции, чувствуют себя неотъемлемой частью своего народа и каждый праздник отмечают в унисон с родной землей. По словам Тимура, приняли его радушно, интересуясь переменами в жизни Осетии и радуясь тому, что их малая родина развивается с каждым годом. Тимура также пригласили принять участие в конкурсе классического пения, который пройдет в следующем году. Таким образом, диаспора в День независимости республики подарила молодому соотечественнику и талантливому певцу именной микрофон и незабываемые впечатления от экскурсии по республике Хакасия. Оксана Джуева, Альдина Чехоева, ГТРК ИР. Информационный выпуск сегодня. А сейчас узнаем, какая погода нас ожидает. По республике облачно с прояснениями. В Заурском районе днем плюс 26, ночью 16 градусов тепла. В Тавском районе днем плюс 24, ночью плюс 11. В городе Квайса днем плюс 21, ночью 10 градусов тепла. В Ленигорском районе днем плюс 26, ночью 14 градусов с плюсовой отметкой. В столице республики в Цхинвале днем 25 градусов тепла, ночью плюс 14. На этом наша программа подошла к концу. Я Ирина Чуева. Желаю вам всего доброго и до свидания.